Покуда живая, покуда с тобой я, и ночью, и днем, о творчество, и ежесекундно пульсируешь в сердце моем, лампадкою путь освещаешь, стоишь за распятым Христом, то пряником сладким прельщаешь, то бьешь беспощадно кнутом, то руки жжешь, странно блистая, то колешь ступни на ходу, то силишься тихо истаять, то вновь застываешь во льду. О творчество, поиски счастья, как будто бы жизнь пролегла от левого края запястья до правого края стола. Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, які знаёміць вас з вялікім кінавідэафондам Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Сёння вас чакае сустрэча з цікавым, самабытным чалавекам яркага паэтычнага таленту Валентиной Поликаниной. Валентина, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашем зале. Спасибо. Здравствуйте. Тоже очень рада. Марина Цветаева однажды сказала: «Стихи для меня не оплот. Это брешь, в которую все ломятся». Насколько вам важны и чем являются ваши стихи в вашей жизни? Стихи – моя защита. Иногда даже бывает, да, стихи – мой оплот, если уж так. Дело в том, что иногда стихи – это тот камертон, по которым ты сверяешь, может быть, свою дальнейшую жизнь. Стихи, те, которые в тот миг написаны, они являются для меня, может быть, даже и судьями в какой-то мере. То есть у меня вот есть строчка в стихах: «Учусь у своих же стихов хорошую быть ученицей». То есть иногда они для меня и образец, как надо себя держать, как надо себя вести. То есть они моя совесть. Да, вот так. Предлагаю, мы сейчас обратимся к нашим архивам. Я уверена в том, что сегодня будет очень много интересного и для наших телезрителей, и для вас. В сером квадрате двора старый шарманщик с утра ручку шарманки вертел и подпевал, как умел. В солнечном грелся луче, грач у него на плече, в песне, что он напевал, были простые слова. Есть две дороги, два поворота, направо правда, налево ложь. Есть две дороги, твоя забота, где потеряешь, а где найдешь. Есть две дороги, два. Две дороги – это всегда выбор какой-то. Направо правда, как я здесь написала, налево ложь. И вот, пожалуйста, выбор делает сам человек. Этот выбор совершается в течение всей жизни. Мне очень дороги эти кадры. Здесь Саша Тиханович, я по-другому не могу говорить Саша. Он действительно для всех людей Саша. Он всенародный любимец. Знал ли он сам, что искал? Кто ему путь указал? Пуще грошей дорожил, песни, которой служил. Валентина, в одном из интервью вы сказали, что ваша первая ритмически произнесенная фраза была в 7 месяцев от роду. Ну вот, а когда вы начали писать стихи, когда вы осознали себя поэтом? Первая действительно фраза была, как мне рассказывала мама, в 7 месяцев я сказала вдруг, неожиданно: «Дай молока, молока, молока». И опять замолчала. Первые рифмованные строчки появились 4,5 года. Как сейчас помню, я папе говорила: «Папа, запиши, а то мысль уйдет». Папа записал это первое стихотворение, у меня это все хранится. Родители понимают, что у вас есть дар
А как они помогают развивать его? Внимание было такое, конечно, особенно почему-то, вот, как я сейчас вспоминаю, со стороны папы. Был таким своеобразным секретарем, да, как-то находил время. А мама была очень занятым человеком, она была врач, и у нее она работала часто и не в одну смену, а там в 2 смены. Вот, поэтому у нее было меньше времени на это. Но они, конечно же, знали, что вот я пишу и до школы, и в школе. Им это было очень всегда интересно. Ты всегда живешь мечтою о дочернем счастье, мудрая, заботливая, сильная моя. От меня ты гонишь беды, горем и напасти. Правда моя первая, тобой спасаюсь я. Мама, ты же знаешь, мама, без тебя скучаю я. Когда поэтом стала ощущать довольно в таком уже зрелом возрасте, ну, когда созрела моя душа. Так вот мне показалось. Это уже после 30 лет. А это был вечер с Ольгой Патрий в концертном зале «Минск», в малом зале. Вот. Ну, так вот свела нас жизнь. Было знакомство с этой удивительной певицей, и она автор музыки, многих песен, она и стихи пишет, и музыку. Такая очень самодостаточный человек. Вот. И сама себя компонирует. Это Богом ей дано не видеть, но чувствовать так, как не чувствуют, может быть, многие и зрячие люди. Мы познакомились на одном из концертов. Она сказала: «Валя, а напиши для меня песню». Я говорю: «Олечка, ты же такой человек самодостаточный, зачем тебе чьи-то стихи? Ты же сама пишешь прекрасные песни». Она сказала: «А нет, я хочу попробовать на твои стихи. Может быть, с тобой я буду другая». Потом у нас родилось столько песен, что, дай бог ошибиться, больше 40 песен. Мы записали с ней 2 диска. Мы еще ненадолго вернемся вновь к вашей биографии. Вы учились на филологическом факультете, но учителем не стали. Я себя, наверное, воспитывала сама себя в какой-то мере, чтобы быть редактором. Да, я шла на филфак, чтобы потом работать со словом. Но так получилось, что после 8 классов у нас была практика в одной из редакций газеты. У нас была школа с литературным уклоном номер 2 в городе Минске. Мне настолько понравилась работа редактора. Вот там была такая очень умная женщина, которая редактировала материалы, и мне почему-то вот потянуло. Именно хотелось работать в этом направлении. Ну и, естественно, я пошла на филфак, понимая, что уж, конечно, в школу вряд ли я пойду, а вот буду я редакционным работником. После филологического факультета я работала сначала корректором, потом редактором в одном из научно-исследовательских институтов, а конкретно это Институт мелиорации водного хозяйства. И параллельно сотрудничала с журналом «Работница и селянка». А потом, через какой-то промежуток времени, судьба меня привела в редакцию журнала «Беларусь». Мне очень хотелось там работать. Я как-то прочитала в библиотеке интервью с главным редактором этого журнала Александром Шабалиным. И мне показалось, что это именно тот человек, который вот поймет и оценит. И я туда пошла. Самые интересные годы прошли в журнале «Беларусь». Вот. Ну, а потом, когда журнал закрылся,
я перешла работать в журнал «Господыню». Но в это время все, вы ведь не прекращаете поэтическую свою деятельность. Я так считаю, что если это дано тебе с раннего детства, значит, это твоя судьба. Вот для меня поэзия это моя судьба, потому что какими бы ни были интервалы между написанием стихотворений, иногда они были долгими, мучительными, вот, но они все равно, стихи потом приходили. И приходили удивительным образом. Я предчувствовала их. Я мужу говорила, мне сейчас нужно уединиться. Все, мне надо вот на 3 дня на дачу, например. И они в стаи прилетают. Вот просто, знаете, целыми циклами писали стихи. Мы предлагаем нашим телезрителям, сохраняя тональность нашего разговора, следующий видеофрагмент. Вас птицей растревожила, на земле людьми исхоженной, раскричались вдруг испуганно и взметнулись черной вьюгою. Слово кто сказал немилое, или обидел злобной силою, или взгляду равнодушному не желали быть послушны вы. Что вас птицы опечалило, чье волнение и отчаяние, И снова песня с философским смыслом. Это одна из Все моих стихи любимых. непростые. Вы знаете, да, я знаю, что очень много, по радио ее, как только она появилась, прошла премьера, очень-очень часто просили передать как музыкальный подарок. Высшая оценка была дана людьми, слушателями. Удивительную музыку написал композитор Дмитрий Долголев. Он прекрасный мелодист, это ученик Евгения Глебова. Эту песню мы изначально решили посвятить памяти Владимира Мулявина. И так было решено. Даже у нее даже какое-то название, второе «Реквием». Великолепное исполнение здесь Владимира Стамати. Валентина, но в те редкие моменты, когда вы не создаете стихи, не пишете их, вы же все равно чувствуете себя поэтом. Ну, безусловно, да. Я даже как-то думала на эту тему. Вот кто же я в тот момент, когда я не пишу? Потому что иногда кажется, что только это ты и можешь, а если этого нет, если какой-то простой, то кто ты вообще? Что ты можешь, что ты умеешь? Я часто себе задавала этот вопрос, ну и, в общем, ответила на него так, что в тот момент, когда я не пишу стихов, да, я все равно поэт, я все равно смотрю на мир глазами поэта. Я через поэтические образы, я все равно мыслю, даже когда и нет этого вдохновения удивительного. Просто... Понимаете, у всех людей по-разному это происходит. Одни пишут каждый день, но я не знаю, как можно писать стихи каждый день. Хотя вот, Есенин, он писал и писал по много стихов, и каждый день наряжался, ставил букет цветов на стол и писал. Может, многого в судьбе я могла бы избежать, все труднее мне тебя то встречать, то провожать. Научилась я с трудом, а в
обходиться без тебя. Возвращаешься домой, не ревнуя, не любя. Твой осенний марафон длится не один сезон. Никому из 3 сторон не приносит счастья он. Твой осенний марафон длится не один сезон. Никому из 3 сторон не приносит счастья он. Конкретно об этой песне это был написан первоначально текст, а потом уже написал музыку на него Николай Неронский конкретно для Лики. В то время она еще была Ликой. Да. Мы ее знали под этим именем. И получилась такая песня, которая ей очень понравилась. Мало того, вот видите, даже и клип был снят. Мы, кстати, для Лики с Николаем Неронским написали больше 13 песен. У меня вообще было 3 мечты юношеских, чтобы написать одно стихотворение, так, настоящее. Потом 2-я мечта, чтобы что-то из стихов стало песней. И 3-я мечта — пролететь низко над землей, как летают птицы. Первые 2 мечты я догадываюсь, Всё, а да. 3-я? А 3-я — пролететь низко над землей, пока еще не осуществилась. Вот. Так что все впереди, как мне говорят. Песни пишутся по-разному. В основном я в то время, 94-й год был, это первая моя песня, была написана на стихи композитором Дмитрием Долголевым. Это был романс. Было очень много песен. Я даже уже сбилась со счета, сколько я их написала, потому что это песни и с Леонидом Константиновичем Захлебным, и с Николаем Неронским много песен написано. И тоже с прекрасным композитором Павел Еременко, Да. тоже ученик Евгения Глебова, и с Александром Балашовым, и с Геннадием Маркевичем. И очень много песен мы написали с молодым композитором Андреем Грицкевичем. Песен написано, честно вам скажу, на всю страну, на 2 концертные программы. Но записано очень-очень немного. Несколько песен мы написали с композитором Валентиной Серых. И тоже очень талантливый человек Елена Рачицкая. Вот она музыкант и сама исполняла песни. Боже, если я кого-то сейчас забуду, простите меня, потому что, как-то мысль лихорадочно скачет. Я из комода достану с печалью прабабушкин веер и шляпку с вуалью, и снова примерю атласное одеяние, и веку былому назначу свидание. Играй, старинный граммофон, верни давно забытый сон. Во тьме ночной тихонько спой про бабушкины тайны открой. Валентина, очень часто звучит, и не только в нашем диалоге, в нашем разговоре, слово «время». Что с ним происходит, когда пишутся стихи? Оно останавливается, оно, наоборот, стремительно куда-то летит? Когда погружаешься в творчество, то время действительно как будто пропадает, как будто его не существует. Оно, конечно, идет, но ты это не ощущаешь. Я вот очень часто себя ловлю на том, что если вот я прошусь в уединение, вот, скажем, мне нужно 3 дня, чтобы стая стихов прилетела ко мне, то вот иногда просто сидишь за письменным столом, смотришь в какую-то точку, и время просто, оно как бы обтекает тебя, и только понимаешь, что вот было утро, и наступил вечер. Вот. То есть мы, поэты, творческие люди, писатели, наверное, можем остановить время. В какой-то момент своей жизни, своего творчества мы
все выше и выше поднимаемся к самому пику. Но существуют те моменты, то время, когда мы немножко отступаем, своего рода кризис. Это случается всегда какие-то, если драматические моменты жизни. Есть такие же кризисы в любом творчестве, когда кажется, что вот все, да, вот неужели уже больше они не придут, не появятся. Этого, кстати, страшится любой поэт. Любой поэт боится этой остановки. Но если правильно расходовать энергетически свой творческий потенциал, то оно возвращается, потому что это минуты, паузы, они всегда нужны для накопления энергии, творческой энергии. Поэтому то, что случается, это тоже спасибо. Спасибо и за это, потому что оно же потом все равно возвращается и отблагодарит тебя, это творчество. Просто надо терпимее относиться к тому, что происходит. Терпимее и с ожиданием чего-то радостного, потому что, мое творчество все равно в основе своей имеет оптимизм. Господи, если тебе угодно, сделай так, чтобы я жила, чтобы песня была свободной. Дай ей, Господи, два крыла. Господи, если тебе не в тягость, ты прости мой греховный груз, чтобы в сердце сияла радость. Сделай так, чтобы исчезла грусть. Господи, если это возможно, дай молитве моей ответ, чтобы правда не стала ложью, чтобы тень не затмила свет. Господи, и еще прошу я, укажи нам свои пути, эту землю нашу большую спаси, сохрани, защити. Ой, эпизод замечательный вы взяли, потрясающий. Это Александра Ивановна Климова, народная артистка Советского Союза. Так как она прочитала, не прочитает никто. Это большая честь была для меня, ее присутствие на этом моем творческом вечере. И вот сейчас я посмотрела, как люди слушали, как внимательно. Там, кстати, был мой папа. Было что-то необыкновенное в том вечере. Вот это внимание людей, и мы были как одно целое, зал и сцена. Леонида Константиновича Захлебного знают как композитора, но тогда на вашем вечере он, скажем так, был отмечен не только композиторскими своим дарованием, а именно вокальным. Давайте вспомним еще один фрагмент. Кстати, у него потрясающей красоты голос. Я ему еще и тогда говорила, вам надо петь. Живем, будто все впереди, день прожит опять, слава Богу. Вдруг сердце заноет в груди, и песни ему не помогут. Начнет она грустно вздыхать о той, что ночами приснилась, о той, что приснится опять. Коль в жизни моей появилась, мы пленники, пленники наших сердец, мы пленники, видит Бог, мы этим довольны. Мы пленники, пленники наших сердец. Дарование есть поручение. Евгений Баратынский. Потрясающий поэт. Ваша поэзия, можно так сравнить, что это тоже это поручение оттуда, свыше? Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, потому что, мне кажется, творчество без веры рассыпается, оно не имеет фундамента. Вот вспомним, что, скажем, вся русская классическая литература, она вся была основана на вере. И в поэзии было много веры. Я считаю, что это действительно основа. Если это понимать, то тогда будет какая-то связь
с высшим миром, и это будет тоже даваться сила оттуда, с небес. Поэтому это очень важное, очень хорошее ощущение, очень нужное. И если человек к этому приходит, то тогда все правильно, наверное, в его жизни складывается. Тогда не будет тратиться талант попусту, он будет со смыслом. Когда к этому приходишь, к осознанию того, что Творец есть, и все на земле это создано силами Творца, то тогда как-то все становится понятным, логичным в этой жизни. Потому что если, как сказал Достоевский, если Бога нет, то все позволено. Бог — это единственное, за что может зацепиться душа человека. Метущаяся, страстная, грешная. Нет у нее опоры, кроме Бога. Нести свой крест, с надеждой слиться, могущий сбыться в день любой. Нести свой крест, не усомниться в дороге, выбранной тобой. На злой меже не оступиться и в небо купол голубой. Нести свой крест, не поскупиться ни на добро, ни на любовь, и память сотни раз поранив, дня не предать ни одного. Нести свой крест, все знать заранее и не отречься от него. Душа, она совестливая. В душе всегда есть совесть, а совесть — это Божье начало в человеке. Вот когда услышишь голос совести, а это бывает не сразу, это бывает путь ошибок проделан, путь каких-то падений, путь неприятностей, путь твоей осознания своего ничтожества бывает так. Но когда этот путь проделан, и ты видишь ясную цель, ну, это как, знаете, как свет в конце тоннеля. Мне кажется, творчество, которое основано на вере, оно всегда будет полезно другим людям. Вот своим умением поделись, чьей-то детской душою. А там, где есть просто провал какой-то, бездна черная, ну что может дать такое творчество другим людям, кроме деструкции какой-то, разрушения? То есть в мире все есть. Как сказал тот же Федор Достоевский, в мире дьявол борется с Богом, а поле битвы — сердце человека. Все понятно. Это очень точно сказано. Говоря о поэзии, мы подразумеваем такое чувство, как любовь. Я столкнулась с тем, что в ранних публикациях, в стихах, любовь с маленькой буквы, но вот уже позже с большой. Почему? Да. Какая трансформация? Что происходит здесь? Пока была любовь как отношение мужчины и женщины, это какая-то грань, да, этого понятия. А со временем, с возрастом открываются все новые и новые грани этого какого-то вездесущего, наверное, всеобъемлющего понятия любовь. То есть здесь и доброта, и милосердие, и милость. Ну, все светлое в этом понятии. И сюда и входит многое уже потом с возрастом. Это и близкие, и далекие, и Родина. И все, чем ты живешь, чем ты дышишь. И все, что дается с небес. Это все оттуда, от Творца, вся его любовь совершенная, какой он любит нас, грешных. Вот. Ну, хоть бы приблизиться, хоть бы на чуть-чуть, на капельку бы приблизиться к этой любви. Вот было бы хорошо. Небесный голубь нам принес благую весть, что есть надежда, значит, жизнь на свете есть. Душа святой, родник в ее глубинах свет, дающий силы нам с тобой на много лет.
Промчались дни, наступил наш звездный час. Мы дети времени, и мир открыт для нас. Позволь вину и боль всегда делить с тобой. Благословенная живи, моя любовь. Если у человека есть вера, надежда и любовь, наверное, мы можем назвать его счастливым человеком. Но счастливый человек способен сделать счастливым и не только близкий круг его, но и гораздо большее количество людей. Мы предлагаем нашим телезрителям следующий видеофрагмент. Боль моя сердечная, любовь, дай мне изболеться тобой, хворе до хворобы ответи, чистою слезою упади. Валентина, а скажите, пожалуйста, а во сне стихи приходят? Да, было у меня несколько раз, что приходили стихи во сне. И даже был очень интересный момент, когда пришли стихи на белорусском. Но это был период, когда я работала в журнале «Беларусь». И вместе с великим поэтом белорусским Янкой Сипаковым, вот, светлая ему память, сотрудничество с ним и знакомство с очень интересным скульптором Владимиром Слободчиковым, увиденные работы, скульптурные формы малых форм, у него такие есть, они мне показались настолько поэтичными, что вот это как-то, вот это все впечатление вылилось в цикл белорусских стихов. И первое стихотворение именно приснилось ночью, вот, и утром я его прочитала Янке Сипакову, и он сказал: так это ж цудоўна, треба далее писать, да, треба далее писать. И у меня вот чудесным образом родился цикл вершаў думок на белорусском языке. Я его назвала тогда «Семки з нябеснага сланечника». И Янка Сипаков сделал подборку, очень большую подборку для нашего журнала. Вот, я очень с большой радостью вспоминаю этот случай, как маленькое чудо в моей жизни. Солод меду и яд отруты знов у слове твоим люблю. Я б терпела усе пакуты, толькі б ведаць, за што цярплю. Высыхала б травой на глебе, задыхалася б без воды, толькі б верыць, што там, на небе, мы сустрэнемся назаўжды. Я хочу вновь обратиться к нашим архивам и предложить еще одну очень красивую песню. Песня на ваши стихи. Автор музыки Геннадий Маркевич. Собственно говоря, он и исполнитель. Как интересно. Все как будто бы недавно знали мы с тобой о главном. В каждой мысли о тебе любовь жила.
сказала мне: останься. Я шептал тебе: моя, ты моя, ты моя. Ранней утренней прохладой пахли волосы твои, и река шептала нам слова любви. Но как высохшие листья наш закат сгорел дотла. Ты ушла, ты ушла, не забытая, не забытая, никого не виня. Ты ушла, любовь шальная, незабытая, не забудь меня. У вас внушительный список наград. Вы лауреат первой премии Союза журналистов 2003 года за лучший женский образ в современной журналистике. В 2006 году вы стали лауреатом специальной премии президента Республики Беларусь в номинации «Художественная литература» за книгу «Живое зерно». А в 2008 году стали лауреатом первой премии Союза писателей Беларуси «Золотой Купидон» за книгу «За плотью слов». 2011 год – лауреат премии «Литературная Вена». 2016 – золотой диплом Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Действительно, наверное, награда находит человека тогда, когда это нужно. Дается, наверное, тогда, когда понимается человеком, что это ведь не главное, сопутствующее. Это хорошо, когда это есть, когда вот действительно оценка такая существует. Но пишешь ведь стихи не ради этого, не ради наград. Они пишутся для того, что душа так просит высказаться. Это нужно для тебя, и хорошо, если это нужно для кого-то, кто читает твои стихи. А стихи каких поэтов читаете вы? Кто вам интересен, кто вам близок? В разные годы был интерес к разным поэтам. Я прошла в свое время и до сих пор ношу эту любовь, естественно, к Пушкину. Вот. Мне очень нравится Арсений Тарковский, Булата Куджава, стихи Анны Ахматовой, конечно, любовь к Сергею Есенину. Таинственный, мистический какой-то поэт, неразгаданный до сих пор. Я знаю, что вы активно сотрудничаете с посольством Российской Федерации в Республике Беларусь. Вы являетесь членом культурно-просветительской секции Русского общества. А также в 2007 году указом президента Российской Федерации за большой вклад в распространение изучения русского языка и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей вы награждены медалью Александра Сергеевича Пушкина. Было такое приятное событие в моей жизни. Это вот тоже к тому, о том, Да. что как важно все-таки признание, особенно когда ты его не ждешь. Ну, абсолютно не ждала, и это была полная неожиданность, но очень было приятно получить медаль Пушкина. На одной стороне профиль Пушкина, и на второй стороне его автограф. А вот свидетельство, которое выдавалось к этой медали, за подписью Путина. Тут Пушкин, тут Путин. Мы вновь обращаемся сейчас к нашим архивам, и песня называется «Расставание». Не с тобой теперь, не с тобой, мне тебя не заменит другой. Я твержу эту новую роль, а в ответ только боль, только боль. Занавесилось небо дождем, будто плач о чем-то своем, а на сердце обиды, печаль. Мы с тобой разучились прощать. Сердец, непонимание, мы простились на пороге, разошлись, как две дороги. Расставание, расставание,
наказание и на радость, нам на горе, боль и счастье в вечном споре. Все, что бывает в нашей жизни, ну, не без этого же, правда? Вот это вот, ведь на самом деле этот момент влюбленности, непонимание, что происходит, и разочарование уместить, ну, как правило, сколько? Ну, 3 куплета в песне. Да, вот да. это И в припев, главное. Еще и припев, да. Это величайшее искусство. Правда. На то мы, наверное, и нужны поэты, чтобы вот как-то суметь этот концентрат мысли, да, уложить в какую-то свою форму, ну, такую доступную. Песня же это доступная форма, правда? Абсолютно. Стелла исполняет. Да. Вот она плачет даже во время исполнения. Это тоже так проникновенно. Попала в точку. Расставание, расставание двух сердец, непонимание. Мы простились на пороге, разошлись, как 2 дороги. Расставание, расставание, злой разлуки, наказание и на радость, нам на горе, боль и счастье в вечном споре. Валентина, скажите, пожалуйста, вы занимаетесь и миссионерской, и просветительской деятельностью. Вы выезжаете в колонии, вы выступаете перед студентами в вузах. Это учащиеся, это настолько разная публика. После встречи, общения с вами открывают для себя совсем новый мир. Вы назвали колонию, ну, несколько раз была с такой миссией, именно просветительской, да, в нескольких, в составе делегаций, да, вот мы выступали перед теми, кто находится в колониях. Что меня поражало, что слушают всегда очень внимательно и так сопереживают, что просто кажется, ну, вообще, кто передо мной? Чистейшие души. Почему они здесь находятся? Я всегда вот не могла ответить на этот вопрос. Потому что во время слушания даже душа открывается. И люди как-то так с лучшей своей стороны выглядят. Вот, поэтому я надеюсь, если что-то мои стихи сделали хорошего, и для этих людей в том числе, то это большое счастье. А вообще творчество и нужно, наверное, для того, чтобы взывать ко всему лучшему, что в них есть. Потому что поэзия, она, наверное, и есть призыв к добру, к свету. Душа, прими людские драмы, не суетись во имя лжи, как тяжела дорога к храму, порой она длиною в жизнь. Пусть будет дождь во тьме неистов, или пурга белым бела, сверши свой подвиг каменистый, душа, и выдохни, дошла. В вашем творчестве есть стихи самых разных жанров. Здесь у нас гражданская, военная тематика, лирико-философские стихи, об этом мы тоже сегодня говорили. Но есть стихи и на историческую тему. А если попытаться выделить, что из этого все-таки наиболее ближе? В разные периоды жизни бывает что-то ближе, что-то дальше. Один период лирический, второй, да, вот как-то больше ощущаешь родину. Скажем, вот ведь тема Великой Отечественной войны, она вошла в мое творчество тоже очень естественно, через рассказы моего свекра, фронтовика, бывшего сибиряка, который защищал Беларусь. Он очень много мне рассказал таких эпизодов военных, которые потом мучили меня и до тех пор, пока я не написала стихотворение. Я написала эссе, там, лирические очерки. И встречи с ветеранами войны тоже очень много дали, с бывшими узниками Заречского концлагеря. Тоже очень так мою душу, можно сказать, зарядили на
то, что написана была поэма «Память». Тоже неожиданно для меня. Валентина, сегодня на тех кадрах, которые мы предложили вам посмотреть, вы узнали папу в зале. Можно вот эту картину чуть-чуть дополнить о своем сыне, о муже? У меня единственный сын, вот, но ему как-то тоже было дано писать стихи. И он начал писать так же где-то примерно, как и я, с 4 лет. И в возрасте 7-8 лет он писал очень хорошие стихи. А в 12 лет сын сказал: «Мама, я исписался». Вот и такое бывает. Ну, а муж у меня первый слушатель. Он у меня олицетворение народа. Я ему всегда читаю первому свое стихотворение, и если он зацепится за какое-то слово или за что-то такое, за какое-то словосочетание, то я всегда исправляю. Потому что, как правило, он попадает в те места, где и я сомневаюсь. Человек, он не творческий, но у него творческая душа. Он сам химик по профессии, вот, но лирик в душе. Мне посчастливилось. Сын пишет картины? Сын, он учился на факультете дизайна, поэтому кисть уже оставлена, хотя он писал интересные картины. Но потом вот эта техническая сторона, компьютерное вот это рисование, оно перетянуло больше. А это правда о том, что вы тоже иногда кисть берете в руки? О, даже это знаете. Вот откуда вы все знаете. Ну, я признаю, что после школы я даже хотела поступать в училище в художественное. И, наверное, от такого большого желания рисовать у меня даже какое-то, наверное, проснулось что-то во мне. Потому что я сохранила свои эскизы, рисунки. Но одну картину я все-таки нарисовала масляными красками. Это Заславльскую церковь и такой пейзажик. Вот. И в этом мне помог художник Семен Домарат. Он чуть-чуть сделал несколько мазков, и картина волшебным образом заиграла. Вот, понимаете, вот что такое мастер. Валентина, я благодарю вас за то, что вы были сегодня нашей гостьей. В нашем кинозале вы вспоминали ваших коллег, исполнителей, композиторов, всех тех, с кем связала вас ваша жизнь, и даже членов вашей семьи. Вас мы увидели на экране. Я хочу от имени всей нашей творческой, большой, дружной группы пожелать вам вдохновения, счастья, возможности как можно больше услышать свои стихи, возможно, в новых песнях. Спасибо. Чтобы было продолжение. И вы радовали нас и наших телезрителей своим творчеством. Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно было с вами побеседовать. И вообще программа действительно очень хорошая идея, потому что такие архивные материалы, такие ценные. Это неожиданность, во-первых, и неожиданная радость. Поэтому спасибо, что подарили мне эту радость. До святого отчего порога ты бежишь, не зная скоростей. Я нашла тебя, моя дорога, среди всех исхоженных путей. Я нашла тебя, моя дорога, среди
Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ў чарговы раз пазнаёміць вас з вялікімі кінавідэафондамі Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі у вас з'явілася жаданне набыць матэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Кантакты на экране.